Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 декабря 2020 года. Это суббота. Посмотрим, какой день нас ждет. Итак, выпадает нам туз пиковый. Что будет помогать? Восьмерка бубновая. И что будет мешать? Шестерка червовая. Очень интересный день. Смотрите, туз пиковый – это карта, когда у нас решаются какие-то очень важные дела, связанные с чувствами, да. Может быть, вы дождетесь от кого-то положительного ответа, допустим, если делали там предложение какое-то человеку. Или, может быть, здесь исполнится какое-то важное желание, вот то, чего давно хотели. Может быть, здесь еще ситуация, связанная с какими-то романтическими делами, да, может быть, это свидание, может быть, это какой-то подарок от человека близкого, может быть, это время, проведенное вот очень приятно, ну, допустим, вы посещаете какую-то выставку или смотрите кино, или еще что-то такое, все, что с искусством связанное, может быть, сами творчеством занимаетесь, да, вот это все будет сегодня важно, будет очень хорошо получаться. Кроме того, это карта интуиции, когда мы вот больше чувствуем, чем разумом понимаем. Да, вот интуиции сегодня нужно доверять. Может быть, сегодня будут исполняться какие-то предсказания или предчувствия ваши. Вот у вас были, допустим, раньше сны какие-то, или просто вот вы точно знали, что вот как-то ситуация какая-то произойдет, да, вот как раз сегодня может начать это происходить. Кроме того, эта карта еще и репутации, когда о нас говорят, когда мы становимся известными, когда по рекомендации к нам кто-то обращается, да, или когда нас кто-то с кем-то знакомит, вот когда есть взаимодействие, вернее, воздействие от других людей. Но все как-то здесь на эмоциях, все через чувства приходит. Что будет помогать? Восьмерка бубновая. Карта говорит о том, что будет помогать любая возможность для того, чтобы решить ситуацию, осуществить свое желание, для того, чтобы решить любую проблему. Может быть, знаете, вот тут скоро событие какое-то произойдет, которое вот как раз поможет вам реализовать то самое желание, которое у вас вот давно назревает, да, это в чувствах какое-то желание, с отношениями связано, или с домом, с семьей, или, может быть, это творческое какое-то желание, вот это все будет реализовываться сегодня. Кроме того, это карта, когда вмешивается судьба и помогает нам. Вот любая ситуация сложная разрешается как будто бы случайно, как будто бы неожиданно. Вдруг какие-то люди появляются, вдруг как-то все поворачивается в нашу пользу, вдруг какая-то дверь открывается, и все как будто бы само собой. На самом деле это вот судьба вмешивается, помогает. Что будет мешать? Шестерка червовая. Когда мы откладываем дела на будущее, когда мы не верим в то, что мы можем получить желаемое, и когда не верим в то, что вообще наша жизнь может повернуться в какую-то приятную, положительную сторону. Также здесь будет мешать, знаете, когда вы хотите все изменить, вот совершенно что-то поменять в своей жизни, когда она вот совершенно иное направление принимает. Или, допустим, вы отказываетесь от каких-то людей совершенно, да, в пользу будущего. То есть у вас есть, допустим, только надежды какие-то, вы все бросаете, а в это будущее вы можете и не попасть, а от старого уже откажетесь. То есть вот здесь нужно быть осторожнее. Давайте посмотрим на маг-картах сегодня остальные темы. Отношения для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что сегодня может быть какая-то конфликтная ситуация, благодаря которой вы можете познакомиться. И, может быть, эта ситуация вам не понравится, но это просто временно, да, все может измениться. Скорее всего, вы тут можете получше познакомиться с тем человеком, с которым столкнулись, и найдете точки соприкосновения, возможно, станете даже хорошими друзьями, начнете общаться. Общие интересы проявятся. Для тех, у кого уже есть пара,
Здесь ситуация, когда вы как раз рассчитываете на что-то в будущем, да, долгое время ждали осуществления какого-то желания, прихода какого-то человека, прихода какого-то важного известия. То, что касается именно ваших чувств, может быть, долго ждали какого-то переезда, поездки, или, может быть, чего-то связанного с домом, с недвижимостью, с родителями, да, и вот как раз здесь это может осуществиться. Может, знаете, на некоторое время отложиться как-то, да, и вы можете эмоционально среагировать. Но на самом деле, если сегодня что-то не осуществляется из желаемого, оно обязательно будет выполнено только чуть позже. Может быть, нужно будет подождать. То есть вот именно трудности будут в том, что некоторые задержки происходят, и вы из-за этого можете переживать. Кроме того, здесь может один из партнеров быть в отъезде, потому что здесь фигура одинокая, да, и человек как будто бы смотрит на другой берег, когда вот вернется его партнер. Скучает, да, человек, ожидает. Также карта может говорить о том, что вы можете себя одиноко чувствовать сегодня. Может быть, вас не поддерживает ваш партнер в ваших желаниях. Да? И тогда вывод какой? Нужно что-то сделать для себя самостоятельно. Не ждать, когда другой человек вас поддержит. Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что очень много обид, очень много такого, о чем вы не разговаривали с этим человеком. Скорее всего, нужно все эти обиды, все разочарования, все проблемы вынести на разговор, да, то есть обязательно нужно об этом поговорить, а потом уже будете делать выводы, потому что сейчас ни ваш партнер вас не знает настоящего, ни вы его, то есть нужно все, что у вас за душой, нужно обговорить. Работа для тех, кто все-таки работает. Для тех, кто в поиске работы, нужно остановиться и подумать, туда ли вы идете, ту ли вы работу ищете, соответствует ли она вашим целям. Может быть, вы слишком занижаете свои способности и ищете работу под чувством страха. И это может вам мешать и не дать реализоваться тому, что вам действительно подходит. Для тех, у кого есть работа. Карта говорит о том, что вы сегодня будете на высоте, вас будут сегодня хвалить, вы будете очень хорошо выполнять свою работу профессионально, и у вас будет очень много таких положительных отзывов, скажем так, да, то есть вот именно такое вот душевное какое-то удовлетворение вы будете получать от работы. Для тех, кто своим делом зарабатывает, может быть вот сложная ситуация, скорее всего, или неблагодарные какие-то клиенты, или, может быть, вы какую-то ошибку можете совершить. Здесь нельзя, в общем, идти против закона. Может быть, будет какое-то предложение вот по поводу заработать денег в обход закона. И вы можете этому поддаться, потому что очень уж будет это привлекательно все звучать. Но вот карта предупреждает, что ни в коем случае нельзя против закона ничего делать. То есть все по документам, все, чтобы по подтверждению, по разрешению должно быть, иначе можете попасть в очень неприятную ситуацию. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что сегодня, может быть, частично какая-то сумма придет, необходимая вам для жизни, но полностью как-то еще не выполняется вот именно ваше желание по деньгам. Видите, тут все-таки снег, да, то есть только начало какое-то может быть, то есть частично что-то может реализоваться. Может быть, появится идея, как зарабатывать больше. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что нужно будет обязательно позаботиться о том, какое еще направление будет вас обеспечивать в будущем. Потому что то, чем сейчас вы зарабатываете, оно как-то мало вас обеспечивает, мало поддержки дает. Да? Нужно будет подумать наперед и добавить себе еще какое-то направление финансовое. Может быть, сегодня можете потратить какую-то большую сумму денег, которая зря, скажем так, можете потратить. То есть, если сегодня какую-то крупную сделку предлагают, да, или крупную покупку, подумайте, надо ли вам это. Скорее всего, есть то, чего вы не знаете, и потом будет уже поздно, когда вы это приобретете. Здоровье. В здоровье нужно опираться на
отдых, на расслабление, когда вот мы занимаемся тем, что любим, когда мы находимся в уединении, восстанавливаем свои силы, разбираемся с прошлым, вот это будет очень хорошо влиять на здоровье. А так вообще вот стабильное состояние может быть единственное, нужно предохранять себя от холода, от охлаждения. Теперь финал дня. Чем закончится день? Замечательная карта, которая говорит о том, что какое-то желание ваше исполнится, и может быть даже не одно в конце дня. Оно связано с семьей, с детьми, с домом, с недвижимостью, или вот всем тем, что важно для вас и для вашей семьи. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!